Республика переходит на биотопливо. Больше 3 десятков котельных уже перешли с угля и мазута на экологичные пеллеты. Так, в регионе по поручению главы переориентировали экспорт на внутренний рынок и поддержали наши предприятия. Что любопытно, прежде 90 тысяч тонн нашего биотоплива ежегодно покупали страны Европы. Ольга Коняева продолжит. Мангольд, руккола, шпинат, щавель, базилик, мята, мелиса. Витамины с грядки круглый год. Такое возможно даже на Крайнем Севере. Воркутинское предприятие выращивает полезную зелень гидропонным способом, без почвы. Растениевод Людмила Семьина высаживает каждое семечко в специальную флористическую губку. Высаживаем 3 семечки, самый такой оптимальный. Больше, меньше, так вот разрастается. Ну, бывает такое, конечно, что, например, посадили 3 семечка, может зайти вообще одно только семечко. Гидропонный способ применяют в разных странах. Израиль таким образом решает проблему сухого и жаркого климата. Голландия – нехватки площадей для посева. Гидропоника помогает снабдить зелень полезными веществами, ускоряет рост. Нет проблем с вредителями, грибком и болезнями, потому и химикаты не нужны. Зелень растет в емкостях с питательной смесью. Освещение светодиодное красного и синего спектра. Оборудование дорогостоящее. Начать зеленый бизнес помог грант, выделенный администрацией Воркуты. Благодаря гранту региональному следующий этап развития. Он идет как софинансирование 50 на 50. То есть 1 миллион как предприятие само вкладывается в развитие. Мы потратили его на оборудование, на закуп новых ламп. И что дополнительно уже закупили, уже частично смонтировали и позволяет нам увеличить объемы производства. 12 наименований зелени, порядка 300 килограммов в месяц. Объем производства увеличили в 2 раза. Закупают магазины, кулинария, предприятия общественного питания. В планах расти дальше. В арктическом городе, куда все товары доставляют железной дорогой несколько дней, свежесрезанная продукция на столе вне конкуренции. Очень много получаем отзывов, что они довольны, что зелень свежая, что только что мы ее срезали, только что вот она росла на грядке, можно так сказать, и вот они ее получили. Наши предприниматели не боятся смелых идей. При правильном подходе сельское хозяйство на севере – дело не только полезное, но и рентабельное. Сменить делянку на ферму решил дуэт бизнесменов. Сыктывкарец Михаил Муравьев с компаньоном выкупили по объявлению в интернете разрушенную ферму в селе Нювчем Сыктывдинского района. Ну, здесь вот мы хотим, грубо сделать овощехранилище, то есть на 1200 квадратных метров. Да, будет по планам-то 3 овощехранилища, но в этом году сделаем одно, потом отступим еще на 2, а дальше будут у нас уже сеновалы. В проекте «Современный аграрный комплекс». На такой шаг начинающие фермеры решились при поддержке регионального Минсельхоза. Выбрали 2 направления – выращивание овощей и животноводство. Господдержка – 23 миллиона рублей. Хватит на строительство, покупку поголовья и новой техники. Приехали, посмотрели, влюбились в эти места и вот решили попробовать. Взяли сами вот поначалу, вот 2-й год уже мы здесь, 3-й вот сейчас пошел. Потихоньку вот сначала делали заборы, в том году все восстанавливали, жилье для работников делали, бани. В этом году вот решили уже вот серьезно стройкой заняться. Уже привели в порядок сельхозземли, бывшие в простое больше 20 лет. Первый урожай овощей планируют собрать в 2023 году. За сбыт не переживают. Мы очень рады, что на нашей территории открывается ферма, потому что жители поселка очень нуждаются в рабочих местах. В этом году помощь от регионального Минсельхоза в виде грантов по 40 миллионов рублей получили еще 3 фермерских хозяйства из Карткиросского, Уссылимского и Ускуломского районов. Помогает предприятиям развиваться и новая антикризисная мера поддержки возмещения расходов на зарплаты сотрудникам. Только в Прилузском районе субсидию получили 10 предпринимателей. Это больше 2 десятков новых рабочих мест. Спаспорубское потребительское общество снабжает продуктами, хлебом, выпечкой и полуфабрикатами целый куст поселений. В Спаспорубе Прилузского района это главный работодатель. В мае получили субсидию 500 000 рублей. Сейчас меры поддержки для бизнеса предоставляется очень много. В одной из таких программ при содействии с Центром занятости мы и участвуем. Программа дала, конечно, очень много. Дала сохранить рабочие места, которые и
оставить на работе работников, которые попадали под увольнение. А это у нас категория сторожи-кочегары. Отопительный сезон закончился, а работы нет, поэтому мы должны были их уволить. По этой программе мы создали временно на 3 месяца рабочие места подсобных рабочих, которые занимались благоустройством территории, работой по ремонту зданий, фасадов, покосом травы, уборкой борщевика. В Объячево 3 сельчан благодаря поддержке устроили на местном лесопильном предприятии. Производство постоянно расширяется. На очереди проект по переработке отходов, для чего нужно оборудование и новые кадры. Мы постоянно укрепняемся, и у нас, соответственно, собирается большая куча, скажем так, отходов, которые нужно превратить в доходы, либо как-то реализовывать населению. Соответственно, пришла идея в голову подать заявку на народный бюджет, чтобы они помогли в финансировании закупки оборудования. И тем самым мы сможем реализовать проект по утилизации горбыля, то есть пиленного горбыля. Предприятие 20 лет занимается заготовкой и переработкой леса. Из 400 кубометров пиломатериалов в месяц только 1/4 часть идет на внутренний рынок. Из-за санкций поставка продукции заграничным покупателям пока под вопросом. Но останавливаться здесь не намерены. Уже готовы переориентировать работу. Направили заявку на поддержку создания пеллетного производства. Развитие биоэнергетики и перевод котельных на экологичное топливо в Коми усилено финансовой помощью предпринимателям из регионального бюджета. Западные санкции стали помехой и для ввоза импортной продукции. Так, текстильные предприятия еще весной не знали, получат ли очередную партию сырья. Но нашли обходные пути. Единственное, что еще хочу отметить, это логистика. Логистика поставщика немножко удлинилась. То есть сроки поставки ткани они увеличились из-за того, что многие пути закрыты на сегодняшний день, и приходится через другие страны завозить материал. А материал весь, который мы используем, он весь из-за границы. То есть если это хлопок на лето, это Турция. Да, если это Китай, если это флис, да, то это Китай и восточные страны. Южная Корея. То есть там логистика тоже удлинилась, маршрут поставки. Известная в Коми швейная фабрика по производству одежды из флиса работает с тканями высокого качества. Материалы заказывают по своим характеристикам. Например, эту ткань невозможно приобрести в России. Ее нет ни одного поставщика, но при этом из-за того, что она очень плотная и пользуется спросом, нам приходится заказывать ее в фабрике напрямую. И мы пишем техзадания, что мы хотим. Внутренняя сторона, чтобы была барашком, да? Здесь воздухообмен, он лучше, и, соответственно, как под пуховым одеялом ты находишься, тепло. Лицевую сторону мы хотим микрофлиса, плотность мы хотим 550 грамм на квадратный метр. Ровные симметричные строчки, аккуратные обработанные края, нитки фурнитура в цвет изделий. Всегда держать марку. Так было задумано еще 22 года назад. Начиналось все в 2000-м с пары швейных машинок и нескольких человек коллектива. Флисовая одежда тогда была в новинку в регионе. Со временем производственный процесс усовершенствовали, закупили новое оборудование для пошива более сложных моделей. Сейчас, чтобы конкурировать, предприятие каждый сезон отшивает новую коллекцию. В ассортименте у нас мужские, допустим, куртки, женские куртки, полупальто мы женские делаем. И очень много у нас детского ассортимента. Также мы аксессуары изготавливаем. Аксессуары, тапочки, рукавички. Сегодня свой магазин и вместительный швейный цех, оборудование высокой производительности. 2000 изделий в месяц. Мощности пока используют не в полную силу. Каждый год объем производства больше на 20% и есть куда расти. Добавляют современные фасоны, новые ткани. Санкции не стали помехой для новой линейки одежды. Производят теперь и легкий трикотаж. Продукция фабрики уже представлена на маркетплейсах. Есть постоянные ценители бренда. И гости республики обязательно покупают теплую одежду от северного производителя.